Туркменский народ на протяжении веков развивал различные виды искусства. Наряду с разными направлениями совершенствовало и песенно-музыкальное искусство. Сегодня возрождены 72 музыкальных инструмента туркменского народа. Соединение звучания музыкальных инструментов, рождение удивительной гармонии способствует появлению прекрасной мелодии. Музыкальный инструмент дутар, который двумя своими струнами может передать великолепие музыкальных произведений мира, не теряет своего значения и по сей день. Как и у всех, увлечение искусством Бахши в основном начинается с молодости. Каждый ребенок в детстве мечтает овладеть одной из профессий. Кто-то хочет играть на ударных инструментах, кто-то хочет играть на дутаре, а кому-то нравится какой-то другой инструмент. Вот таким образом я с самого детства интересовался песнями и музыкой. Я хотел играть мелодии на музыкальном инструменте. Еще в 7-8 классе я начал учиться создавать музыкальный инструмент дутар. Моим первым наставником был Мелевер Аманов. Во время летних каникул я приходил к своему наставнику и учился создавать музыкальный инструмент дутар. Когда я поступил учиться в отделение искусства Бахши Дашогузской специальной школы искусства имени Махтумкули Гарлыева, я сам мог создавать музыкальный инструмент. И после я получил благословение своего наставника. Дутар, который сейчас у меня в руках, это мой первый музыкальный инструмент. Этот дутар до сегодняшнего дня находится со мной во всех праздничных торжествах. Музыкальный инструмент дутар изготавливается из древесины тутовника. Выбирая древесину для изготовления дутара, вначале нужно знать возраст дерева, толщину его ствола. Словом, если ты мастер, то ты сам знаешь, какой из него можно изготовить дутар. Есть правило, как нужно срезать дерево. Тутовое дерево срезается в осенний период, но можно также срезать тутовник и в ранний весенний период, пока земля не прогрелась теплом. Если изготовить дутар из дерева, которое начало распускать листья, то дутар теряет свою форму. Срезая тутовое дерево на части, пни их закапывают под землей. За это время можно изготовить корпус дутара, но ты не успеваешь сразу изготовить все детали инструмента. Почему все части древесины закапывают под землей, а потому, чтобы древесина не высохла на воздухе, чтобы на нее не попали лучи солнца. Для создания 4 корпусов нужно разделить на части большое тутовое дерево. Его срезают на части по 40 сантиметров или же по 50 сантиметров. Это высота корпуса дутара. Это является основной частью инструмента, то есть его задней стороной. А вот эта открытая часть уже является его наружной стороной. Есть способы правильного держания дутара в руках. Его нужно оставлять в комнате, в тени в течение 1 или же 1,5 месяца. Если оставить его под солнцем и не хранить в комнате, то его форма будет потеряна. Вот это корпус дутара, а из оставшейся древесины мы создаем крышку, капак. После обжига в тамдыре эта крышка обретает черный цвет. Ее называют гара-гапак. В основном эта часть инструмента бывает желтого цвета. Гапак желтого цвета. Это еще не готовая деталь инструмента. А вот эта деталь, которая обжигается в тамдыре, уже готовая. А вот желтая деталь, она еще не готова. Для того, чтобы высушить эту часть инструмента, нужно, чтобы прошел год или же 1,5 года. И только после этого эту крышку можно установить на основной корпус инструмента. Если эту крышку не высушить и не обжечь его в тамдыре, то эта часть инструмента будет трескаться и делиться на части. Музыкальный инструмент дутар в основном состоит из 3 частей. Вот его первая часть – это его корпус. Вторая часть – это гриф инструмента, а третья часть – это
крышка. Если соединить все эти три части, то получится дутар. Мы отметили, что корпус дутара изготавливается из тутовника. Крышка дутара тоже создается из тутовника. Наставники пытались создать инструмент дутар из древесины других деревьев, но такой инструмент уже не звучит так хорошо, как этот дутар, созданный из тутовника. Таким образом, мы сказали, что инструмент состоит из трех частей. Одна из частей — это гриф инструмента. Гриф инструмента изготавливают из древесины урючного дерева. Древесина урючного дерева по сравнению с тутовником намного плотнее и прочнее. Древесина этого дерева может летом сжиматься, а зимой расширяться. Также есть правило сушки этой древесины. Эта древесина полностью не высыхает. Она высыхает только по истечению 2-3 лет. Есть лады, которые вбиваются в гриф инструмента. Вот такие лады называются как маперде. Лады дутара изготавливаются из стали. Вот такой вид обретает дутар, когда устанавливается его крышка. Вот это корпус, это гриф, а это крышка дутара. После установления ладов необходимо установить колки дутара. Колки дутара создаются из алюминия или же из латуни. Их отливают в специальные формы. Вот колки, созданные из алюминия. Наши предки создавали колки вручную из стали. Устанавливаем колки на расстоянии 5 сантиметров. Вот таким образом мы создаем колки. А вот эта деталь называется буйрут. Наши предки деталь под названием буйрут изготавливали из рога горного козла, а в настоящее время эта деталь изготавливается из пластмассы, потому что пластмасса немного мягче кости, а если изготовить ее из кости, то она будет выглядеть как на этом дутаре. Эта деталь под названием буйрут изготовлена из кости. Она отличается особой плотностью. В настоящее время мы начали создавать эту деталь инструмента из пластмассы. Основной обязанностью этой детали является фиксирование струн дутара. У дутара есть две струны, две колки, 14 ладов из стали и еще 13 ладов, установленных на грифе для извлечения звука. У дутара есть пластинка, которая называется эшек. Его используют для поднятия струн, не соприкасаясь с другими струнами, также и в верхней части. В верхней части также устанавливается одна такая же пластинка. Наши предки в древности называли эту деталь инструмента эшек-арха. Мы до сих пор называем эти детали с древними названиями. Вот как звучит изготовленный дутар. Когда дутар уже готов, он бывает двух видов. Дутар под названием бахши издает сильные звуки. Дутар под названием тав-дутар издает сравнительно более тонкое звучание. Каким образом так получается? Звучание дутара зависит от тонкости крышки. Такой дутар называется фа-дутар. На дутаре должны быть специальные два отверстия. Они создаются для того, чтобы в корпус дутара поступал воздух. Есть специальные способы их создания. Эти отверстия называются цветами крышки. И каждый мастер создает свои цветы крышки. Эти отверстия создаются различным образом. Каждый мастер по разному способу создает их. По этим отверстиям люди, музыканты, бахши могут узнать, какой мастер создал этот инструмент. Эти отверстия также служат и регулировщиками звука. Дутар без них звучит по-иному, а после создания отверстий инструмент звучит более красиво. Создание дутара — это очень тонкое искусство. Этому виду искусства можно научиться, обучаясь долгие годы у опытных наставников. Бахши, который с удовольствием берет в свои руки дутар и играет на нем мелодии, должен уметь хотя бы настроить его струны и должен уметь создать деталь под названием эшек. Народный бахши Туркменистана Ходжамурат Уряев, мой наставник, он изготавливал дутары. Он сам был бахши, но в свободное время он создавал дутары. Инструменты, созданные его рукой, являются украшением многих домов. Эти инструменты прекрасно звучат в руках многочисленных музыкантов.
Cellat gözlerim sana gelin derdi satın alayın ey. Kanım döktü cellat hey. Gönüller geleysin tentim oto tentim oto Engeli kim ey kesti deniz akanı dünyanın varlığını sana sadar ey yüzüyle dönmüyor hey. Aşık olun yine zanından ah umidin bilir umidin bilir geceler gele yatmayın ben ne ukelevdiler çeşminin kölünde kartallar bilir hey yarsın varsın oluyor hey Karivası gelir gülle yüreğin dağlıdır 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 Evvelen ayıtan olur kimin yarıdır oluyor yüzüm gözlerime deridir kadımın del sıkın